260 тенге. 95. Заправили бензин на 20 литров 95-го. 260 тенге за литр 95-го бензина. Это просто пипец. Ждем, стасаем. Советую вкусный напиток. Ждем зону. Мы в зоне находимся. Володала и Касьянова. Тут кармашек есть, не доезжай. Начинается 7 зона, 7-10 и Тасай, бодрит. Включаемся на линию. Ребятушки. Порядок привели, короче, вон. Тихо там продырявили, одели, зато ровно сидят. Вот так вот. Включаемся. Все, время 11 минут. Go, let's go. 11 минут, включайся на линию, давай быстрее. Ребят, всем привет, всем салам алейкум. Рад вас всех приветствовать на канале Демижан Про Такси, где я рассказываю все о работе в сфере такси. Сегодня прекрасный, замечательный выпуск. Новая тактика, ребята, новая тактика. Так что досматривайте до конца. Будем зарабатывать бешеные деньги в Яндекс Такси. Не будьте рабами Яндекса, работайте грамотно. Так что смотрите ролик до конца, ставьте лайк. Это точно новая тактика, ребята. Заказ? Куда? Кабумбай Батыр. О, и обратно сюда вернешься на зону. Базар нет, у тебя заказик. Все, принимай. Так, я тоже, ребята, вот в зоне здесь, ребята, 1900 минималочка. Адиль поехал, все, катает комфорт. Вот так вот. Как тебе после бизнеса? Пока нравится. Ну, пока нравится ему комфорт после бизнеса. Так, ну что, я выхожу на линию, ребятушки, вот, вышел на линию, жду свой заказик. Хотел вам показать одну сменку, ребята, вот он, 24 заказа, 71 379. Ну, здесь, ребята, бонус в 35 тысяч, выполненная цель. 36 тысяч я за 24 заказа выполнил. А вот эту вот сменку посмотрите, вот 20 заказов, 41 469. Здесь без бонусов, ребята. Вот видите, заработок. Так что сегодня будем повторять, ребята, покажу тактику. А так стабильно, ребята, вот смотрите, 33, 41, 23, 22. Ну и вчера 20 тысяч. Короче, стабильно по минималочке. Блин, вот этот КамАЗик шумный, вон он едет. А так стабильно 20к спокойно закрываю, ребята, не напрягаясь, не больше 8 часов работаю. 5-6 часов 20к закрывается. Утренний час пик и вечерний час пик. Ребят, сегодня все заказы будут с коэффициентами, ребята. По зеленке заказы брать не буду. Возможно, будут по зеленке заказы сейчас утреннее время, либо вечернее время, когда я буду в геозоне брать, ребята, в геозоне. Там уже доплата есть. То есть в лужах заказы будут, и когда уже закончится, ну и кэфы, когда они загорятся, все равно будем брать заказы с коэффициентами. Так что досматривайте до конца, как это у меня получится. Попробуем сегодня заработать свыше 30 тысяч. Сколько на это потребуется километража и сколько я потрачу времени, ребятушки. Время 7 утра, будний день. Совсем без саттекун кеттек. Упал первый заказ, Сауран 18. Там есть геозона. Вышел с линии, ребята, советую, как принимаете заказ, всегда уходите с линии. Так, подача там 1,5 километра, ехать там 5 километров по зеленке, в зоне 1900 взял. Время 7:26. Привез, ребята, вот эту вот девушку, 8 минут в пути, практически 9 минут в пути. Завершаю заказик, и сумма 1900. С пассажира взяли 900, ребята. Так, и я нахожусь в зоне, ребята, 1700 тенге, через минуту она закончится, и будет она 1400, так что нужно выходить на линию и принимать заказик. За сколько он засчитается, 1700 или 1400? Елки-палки, давай, Яндекс, давай нам заказик нормальный, прям хорошо в зону мы заехали. 150 Хусейн Бен Талава. Принимаю, ребята, дальняя подача, ну и пофиг. Шикарно, шик и блеск. Поехали. Ухожу с линии, ребята. Сходить нужно с линии и ехать дальше, работать, зарабатывать бабки, нагинать Яндекс, выжимать все соки с Яндекса, забирать все его доплаты, бонусы. Нужно работать грамотно, ребятушки. Поехали, погнали. Ребятушки, вон тут девушка
в красной юбке привез. Десять минут практически, 10 минут пути, ребятушки, завершает данный заказ. 1400 или 1700? 770 тенге бонусами нам упало, ребятушки, 930 тенге с пассажира, 1700 тенге в общем, шик и блеск, ребята, шик и блеск. Поехали дальше на геозону. Я тут маленько далековато, но все равно в зону за 1900 мы сейчас успеем сюда заехать. 1700 вот, 1700, там же, где я начинал. Будем туда заезжать. Ребятушки, заезжаю на геозону. Время 8:11. 1700 вроде горит. Как раз здесь не припаркуюсь. Вот здесь на красном светофоре остановлюсь и посмотрю, нахожусь ли я в геозоне. Так, да, вот он, я нахожусь в геозоне. Выхожу на линию. Торопиться не надо, иногда бывает не засчитает, елки-палки, Яндекс. Все, на геозоне. Кабанбай-Батыра 30, КФ плюс 300. Принимаю. Ехала! Выжимаем с Яндекса все соки. У-ху-ху! Поехала. Работаем, ребятушки. Ставим лайк, комментируем. Ребятушки, 22 минуты в пути. Вот этого парнишку привез. В банке, видимо, работает. Евразийский банк здесь, короче, на Кабанбай-Батыра 30. 230 тенге Яндекс нам доплатил. Получается 1400 с чем-то этот заказик. 1470, 1700 тенге мы получили. Ну, поехали дальше, ребятушки. Так, что делать? Зона на Сауране. Попытаемся все-таки опять заехать в геозону. Ребятушки, залетел на зону. На зоне я 1400. Самая такая высокая по городу. На линию. Все, ждем заказик. Нормальный заказик, Яндекс, дай нам. Нифа себе. С несколькими точками. Нет интернета у нас. Ё-моё. А что такое? Интернет не ловить. Это же Астана. Яндекс. Яндекс, только не сними балл активности. Вот так вот, ребята. Санжара Асфендиярова, Абикен Бектурова. Туда-обратно получается. Заказик туда-обратно с КФом 700. Да, в принципе, обратно бы в зону вернулся бы, да? Да ладно, я думаю. Так, свернем, подключим интернет и обратно зайдем в свой Яшку. Давай, грузись. И что у нас там? Активность не списалась, шик и блеск. Пропустили. КФ, смотрите, какой бешеный. Далеко на Тавельстык с пробками, блин, ехать. КФ 750, базару нет, здесь все горит. Свернули, подключили интернет, обратно зашли. Вау, активности, а нет, пропустили нормально, без потери активности. Вот такой вот дальнобой. Нафиг он нам нужен? Ждем нормальный. Каратышок, да, отсюда обычно в универ падает, ребята. В универ вот тут он находится, такой каратышок 1,5 километра. Я здесь уже был, помните, вроде в прошлом видео есть, либо на казахском языке на канале. Можно было пропустить без потери активности, что-то затупил и принял его. Ну, Каратышок, дальняя подача 3 километра, а ехать по поездке там всего 2 километра. Ну, в общем, за 5 километров, и время было 9:03. Я не знаю, в какую геозону засчитается, сейчас посмотрим, когда будем завершать данный заказик. Вот так вот. Ребятушки, 14 минут в пути, завершает данный заказик. 1420 от клиента, и в геозону не засчиталось. Готово. Так, 1100 у нас, ребята, данная зона. Как раз я в зоне. Выхожу на линию. Хотя бы минималочка 1100 будет. Аманат 2, КФ плюс 200. Принимаю, ребята. Принимаю. 2,3 километра подача. Ехать нам 10 километров 27 минут. Минималочку превысит. Но все равно, что уже. Катаем как есть. Посмотрим, сколько можно будет заработать. Работаем прерывистую смену сегодня. Будем откатывать 12 часов, как я и обещал. Ну и грамотно будем работать, ребятушки. Так что смотрите, супер-пупер лайфхаки будут.
34 минуты, ребята. Это пипец просто. Завершаю заказик, и сумма всего 1740 тенге, ребятушки. Пожалуйста, убедитесь, что вы не оставили в автомобиле Что свои я вещи. делаю? Для Что улучшения я качества делаю? обслуживания поставьте нам Домой. оценку в приложении. Поехали. Все. Ребята, жарко, ребята, жарко на улице. КФ плюс 500, еще и попутчик, елки-палки, Роза Баланова. Ладно, примем, че уж, в сторону дома же. Спасибо за поездку. Заказ будет оплачен наличными. Оставили в автомобиле свои вещи. Для улучшения качества обслуживания поставьте нам оценку в приложении. Опаздывает, бежит. Университет, ребята, Назарбаевский университет. Третий попутчик в сторону дома. Завершаю заказик, и сумма 850 тенге, ребята. Заказ будет Шикарно, оплачен наличными. шик и блеск. Пожалуйста, Едем домой. убедитесь, что вы не оставили в автомобиле свои вещи. Едем Для домой. улучшения качества обслуживания Как поставьте Сага нам говорил, оценку. кампусы, как в кино. Сагам бір видео сварымыз бет. Ребята, вообще шикарно. Первый попутчик привез 1300 тенге, она мне наличкой дала. Вот они, наличка у меня, ребята, наличкой дала. Вот они еще мелочи. Второй заказ по карте 1740, что ли, вот так вот. И вот этот 850 тенге. Шикарно. И до дома доехал, ребята. Час времени, передышка. 4-часовая смена получилась. Промежуточные итоги, ребята. Приведу промежуточные итоги. На улице 24 градуса. Давайте все буду на ходу делать, потому что... Проходите. Мне рукой махает. Пешеход, еще там вдруг гаишники стоят. Оформят, да, не пропустил пешехода. Ой, трясет-то как. 24 градуса на улице, ребята. Так, 62,6 километров намотал. Мотовремя, что у нас там по мотовремени? Там не полных 4 часа, но будем считать, что 4 часа. 3,5 часа, ребята, 3,5 часа. Но будем считать, что 4 часа откатал. И так еще 4 часа, еще 4. Короче, 12-часовую смену откатаем. Посмотрим, сколько же можно заработать за 12 часов. Ну что, ребятушки, итоги, сколько я заработал. Выполнив 8 заказов, заработал 9 839. Практически 10 тысяч тенге заработал. И что хочется сказать, ребята. Шик и блеск, ребята. Еду домой, 11 час, но буду обедать. В 12 выкачу. Вот вам будет сюрприз, ребята. Новая тактика, новая стратегия. Будем зарабатывать больше. Так что не переключайтесь, смотрите этот ролик до конца. Кто не подписан, прошу подписаться. Ведь у меня все о работе в сфере такси. Способы по увеличению вашего заработка. Делюсь графиком работы, тактикой. Ну и вообще другими лайфхаками. Так что, ребятушки, практически 10 косарей заработали. Блин, шик и блеск. Вот такие вот делишки у Мишки. Так, быстренько пообедаем, 12 выкатим, короче. Все, всем приятного аппетита, кто в обеденное время смотрит. Вот. Ну и мне тоже пожелайте приятного аппетита. Поехал кушать. Спать еще полчаса, наверное, подремлю. Успею, наверное. Потом скажу вас, получилось мне поспать или нет. Выезжаю, ребятушки, выезжаю. Время 12:03. Тенечек, припарковаться в теньке нужно будет. Блин. А где можно припарковаться в тенечке? Куда-нибудь подъедем, ребятушки. Все. Сейчас вам покажу, как нужно выходить на линию в 12 часов. Ребятушки, вот так вот делаем. Тарифы. Все, жарай, подписчика строителей. Так, отключаем эконом, оставляем межгород и доставку. Курьер не подключится. И катаем доставочку, ребята, доставочку. Минималка 2500. Падает доставочка, Адель, 1200. Коэффициент коротышок. Адель, привет передавай. Поехали, ребятушки. 25 минут ждал этот заказ. 25 минут. Ну ничего, все, первый заказ приняли. Дальше должно быть все как по маслу. Уходим с линии, уйти с линии
и дальше работаем, ребятушки. Забрал, ребята, забрал. Не видно за спиной, короче, корзинка, там сушняк, мушняк, пиво, там кофта какая-то. Ну, корзинка, короче. Видать, магазин какой-то с дома продают. Инстаграм, через Инстаграм, наверное. Главное, 1,2 километра едем, ребята. 4 минуты всего лишь. Шикарно, шик и блеск. Ну что, ребята, вот такая вот корзиночка. Вот сушничок. С этой стороны вот непонятно, кофта какая-то. Настоящая свобода — это не иметь ничего. Я был куда свободнее, когда у меня не было ни цента. Майк Тайсон. Базар нет, футболка или кофта. Коробка. Короче, подарок какой-то. Вот он, инстаграмчик. Партнерс пикник. Что-то такое, короче. Вот такая вот корзина. Ребята, вручил, спускаюсь. Лифт платный. Подняли, а спустить не смогли. Завершаю заказик. И сумма 1950 тенге, ребята. Гарантия 2,5. Мне доплатят. Шикарно, шик и блеск. Сейчас выйдем с подъезда и будем выходить на линию. Получается 550 по гарантии доплатят. Вот, вышел на линию, ждем следующий заказ. Нужно будет перепарковаться примерно где тенечек, а то жара пипец. Вот так вот. Здесь коэффициенты выше будут, чем на такси. Вот такая вот тактика, ребята. С 12 посмотрим, сколько на доставочке поработаем, а потом с прохладой выйдем обратно на такси катать. И 12-часовая смена вот такая вот. Ребята, вот новая стратегия. Пользуйтесь. Сейчас расскажу про бонусы, про все на свете расскажу. Далее не переключайтесь. Работайте, выжимайте соки с Яндекса. Работайте грамотно, ребята. Меньше наматывайте километража, меньше пробывайте на линии и больше зарабатывайте. Ребятушки, время 13:22, мне заказ не падает. Здесь интерфейс поменялся, видите, смотрите, интерфейс поменялся. Вот 12 плюс приоритета показывает у меня вот. И это что значит? И тогда у меня подключилась курьерка. Я попытался пропустить, подсамолетить, не получилось. Курьерку не получается отсамолетить. Так что делаем вот такие вот манипуляции, ребятушки. Делаем вот такие вот манипуляции. Заходим в тариф. Межгород тоже я отключил, кстати. Заходим в тарифы. Вот видите, тарифы. Шападах. Вот так вот эконом подключаем. Вот так вот эконом подключаем. И ждем сразу же. По эконому плюс 150 коэффициент, конечную точку не вижу. Принимаю этот заказик, Кирижанбек. Потом обратно так делаем, вот такие вот манипуляции. Обычно с линии ухожу, а тут беру, короче, захожу в тарифы и вот тут эконом вот так шапатах отключаю и еду. А тут Адель, оказывается, на связи не отключился. Адель, ты что там? Доставочку катаешь? На выпах. Все, я поехал. Обуюсь, короче. Все, кондер выключаю. Поехали, ребятушки, поехали. Ты под кондером сидел, ничего ты крутой день, Макарек, ты под кондером сидел, да, оказывается? Ребятушки, 10 минут в пути, завершаю заказик по цепочке. Мне по тарифу доставка не упала, потому что на левом берегу нету заказов сейчас. 990 тенге. Кэфом 150. Ждем заказик. Я думаю, чем впустую сидеть, ребятушки, впустую сидеть. Опять такой же маневр сделаем. Тарифы, эконом подключаем. Ждем следующий заказ. Как раз и активность поднимем, чтобы у нас сейчас 97 баллов активности. До этого 4 уронил. Сейчас эконом выполнили, 1 плюс 1 добавилось. Вот так вот. Ждем заказик по тарифу эконом. Ребятушки, с кэфом плюс 450 падает заказик. Отдал 2,1 километров. Подача 5 минут. Конечную точку не видим. Делаем опять такие же манипуляции. Тарифы. Отключаем эконом. Назад. Все, ехал, работаем. 1840 тенге, ребята. Наличкой дали, наличкой сдачу дал. Наличка собралась, копейки есть, как говорится. Шик и блеск. Но заказик по доставочке не упал, ребята. Заказик по доставочке не упал.
Что мы делаем? Чуть продвинемся на правый берег сейчас. Если не упадет, то эконом включим. Нам осталось-то всего по 2,5 там. Один заказ, наверное, упадет. И все. На набережку приехали. Вот Атыралский мост. Сейчас под Атыралским мостом будем проезжать. Погода просто супер, ребята. Погода просто супер. Ух, как красиво. Я, кстати, вовремя заметил, вот 12 плюс 12 приоритет, как бы интерфейс на доставочку поменялся, и там курьерка подключилась. Я успел, короче, заказ мне не упал по курьерке, успел зайти и отключить вот курьера. Вот, ждем доставочку, ребята, доставочку. На правый берег продвинемся, должна упасть доставочка, ребята, на правом берегу. Заказ уже готов, если вы отмените, то не сможете получить оплату. Упал по тарифу доставка, ребята, по зеленке, корпоративный заказ, еда упала, еда. Ну ничего страшного, 2500, минималочка, до 3 мы успеваем, минут 40 есть. Вот так вот. Этот заказ 2500. Астана Жаскала. Забрал, ребятушки, заказик. Вот она, сумочка, туда положил. Так, еда у нас. Куда мы повезем? Я же конечную точку не вижу. Получить заказ, подтвердить, готово. И ехала 3,8 километров 17 минут, ребятушки. А ценник, смотрите. Ценник я вижу. 1180 Яндекс нам добьет. 1320 тенге нам Яндекс добьет. Прикиньте, ребята, 1320 тенге Яндекс нам добьет. Сейчас покажу, выполним этот заказик, и я вам покажу. Ну что, ребятушки, вручил я. Как вы видели, 1180. И сейчас давайте зайдем в сам заказ этот. Так. Еще пока не обновилось, заказа я не вижу. Так, еще раз попробуем зайти. Нет, еще не обновилось, ребятушки. Тарифы зайдем. Тарифы. Надо следить, чтобы курьер не подключился. Так, все вот. Есть заказ, есть 12 заказ. Вот. Чистыми упало 2030 тенге. Бонус от Яндекса. Здесь не видно. Комиссия, короче, 248 тенге. Итого 931. А хотя здесь видно, показано, еще не обновилось здесь внутри системы. А вот обновилось, теперь видно. Вот 1320 тенге это бонус от Яндекса. Комиссия 469 тенге. В итоге 2030 тенге чистыми упало. Вот такие вот делишки у Мишки. Выходим на линию. Ждем следующий заказ. Как раз Адиль на линии, на связи. Адиль, что там? Как дела? Все, забрал заказ. Сейчас я вот оставляю. Дома нашел старую сумку. Хуанушу сегодня хочу подогнать. В инстаграме никнейм 01 KZ01 Астана, кажется, ну не помню, короче. Вот созвонимся. Вот мои две сумки рабочие, вот эта вот черная и Глова. А одну желтую новую хорошую я Адилю подарил. У Адиля. Че, сейчас минималочка 2200, ребята, минималочка 2200. О, доставочка падает. Iron Club Fitness по зеленке. Кэфов нету, бешеных кэфов нету. Следующая точка маршрута, улица Кинисары, 52. Нихера себе, мать, дальничок. 2200 этот заказ. Ребята, без опоздания приехал, в запасе 5 минут у меня есть. Вот в этом доме, вот здесь вот находится, так, на месте, а передали вот такую вот печать, ребята, вот такую вот печать. И что интересного, доставка 1710 по радару КЭФу горит. Шикарно, шики, блеск, ребятушки. Пока 102 километра намотали, всего 102 километра намотали. Пойдем отдавать и посмотрим, какая цена. Отдал посылку, ребята, завершаю заказик. Посылка вручена, готова.
И сумма 1710. Яндекс нам доплатит. Опа. Сколько? 490 тенге, ребята. 490 тенге. Ух, выходим на линию. Ждем следующий заказик. 2200 минималка по городу, ребята, до 8 вечера. Опять падает, ребята, доставочка. Желтоқсана 6. Займет около 40 минут. Асфендиярова доставка. Принимаю. Ехал. Опять также 2200 будет. Около 40 минут, говорит, займет. Да ничего, нормально, ребята. Чем сейчас кэфы зелень катать. А почему кэфы такие маленькие мне падают, интересно? До этого так шикарно было. Вот именно когда начинаю записывать смену. Тогда 490. Здесь вот бонусы мне упали. Ехала дальше работать. Ребятушки, забрал вот такой вот пакет. Victory in Sport магазин. Протеины продают. Получить посылку. Подтвердить, готово. Ехать нам 7,4 километра, 24 минуты. Вот так вот курьерим, ребята, курьерим. 4-я доставочка за сегодня. Остальное все по эконому. Посмотрим, сколько получится заработать. После этого заказа, наверное, выходим на передышку, потому что будет 4-часовая смена. Посмотрим, сколько же у нас получилось заработать за 4 часа во второй период. Вот так вот. Ехала, работаем. Отдал я заказик. Кстати, без опоздания сюда подъехал, без пробок. Шикарно просто. Шик и блеск было. Так, 1740. Яндекс нам доплатит 460 тенге, ребята. 460 тенге. Шик и блеск. Здесь, короче, дорогу перекрыли. Я машинку вон там вот перепарковал. Ну что, уходим на линию. Ждем следующий заказик, ребятушки. Я думаю, пока Яндекс дает, нужно оттарабанить. Не знаю, может 6 часов оттарабаним, потом оставшиеся 2 часа вечером на коэффициентах. Посмотрим, как карта ляжет. Ребятка, пока иду к машинке, короче, решил. Все, я ставлю, подключаю тариф эконом. Ставлю, короче, домой. В сторону дома поеду. Жарко, невыносимо. Сейчас только начнутся сейчас геозоны, пробки начнутся. В принципе, можно бешено заработать, но здесь уже риск идет. Бывает, что воткнуться в пробку. Можно воткнуться, короче, в пробочку и ни хера не заработать, ребята. Вот так вот. Сейчас я хочу вот так вот поставить. Не хочу в машине сидеть. Хочу вот так вот походить чуть-чуть. И так сегодня на доставочке походили. Знаете, что на доставочке я по шагомеру где-то 3 километра, наверное, пешком пройдусь. А Бекена Бектурова плюс 450 коэффициент. Каратышок. Забыл поставить. Короче, эконом подключил. И вышел на линию. Я на линии и так был на линии. Эконом просто подключил и собирался домой использовать. Но нет, упал каратышок, в принципе, в сторону дома. Там завершим и поставим домой кнопку. Сонмен. По итогам, ребята, я также за 4 часа, во второй период своей смены, за 4 часа также заработал 10 тысяч тенге, как и с утра. Так что нормалек, ребята, нормалек. В принципе, средний заработок по максималке у нас, как в Яндексе. Так что следующие 4 часа постараемся заработать больше. Посмотрим, как карта ляжет. Я домой. Ребятушки, 11 минут пути. Завершает данный заказик с кэфом плюс 400. Спасибо за Был, поездку. а Заказ сумма будет оплачен наличными. 1430. Блин, ребята, перекипел я в жаре, что-то не связано разговариваю. Фу, Степан, чуть потише. Так, нифига, я еще и здесь в зоне. Во сколько она начинается гореть? С 3:00 она горит, по идее, оказывается. Так, что я делаю? Домой. Поехали. Все, 5,3 километра до дома. 14 минут. В тенечке не припаркуюсь или помедленно буду ехать домой. Упадет, не упадет. Вот так вот. 10 минут в пути, завершаю заказик, прям на ходу. До дома все-таки упал заказ. 900. Заказ будет оплачен
70 тенге. Пожалуйста, До дома убедитесь, что вы 1,7 не километров, оставили 5 минут. свои вещи. Все, заказ не упадет. По-любому заказ не упадет. Все, мы поехали домой. Мы поехали домой. О, как раз здесь вот мне зеленый загорелся на разворотик. Шикарно, шик и блеск. Прежде чем начнется третья часть моей смены, третий период 4-часовой, так, давайте сумму озвучу. 16 заказов, 21 537 тенге. Шикарно, шик и блеск практически так же. Теперь еще 4 часа вечерком с прохладой. Вечерняя смена будет красивая. Начну, остану, покажу. Так что, ребята, не переключайтесь, смотрите ролик до конца. И, пользуясь случаем, ребята, хочу вам порекомендовать парк такси колеса, где я работаю. Ребята, самый выгодный, надежный, сертифицированный парк. Таксопарк такси колеса, ребята, очень много акций, розыгрышей. Подключайтесь, вот они контакты, отправляйте свои документы. Ребята, в парке колеса вот я работаю именно на пассажирском аккаунте. У них есть две диспетчерские, парк называется колеса доставка, это логистика, где только курьеры доставка, и такси колеса есть парк, где пассажирские перевозки, ну и соответственно есть тарифы доставки. Вот в этом аккаунте, в этом вот профиле, в этом интерфейсе пассажирских легко можно отключить курьера. Ребятушки, лайфхак для вас: как отключить тариф курьер. Самый такой интересующий вопрос для автокурьеров. Вот, ребята, вот переходите вот по данному номеру и подключайтесь в парк такси колеса, отключайте эконом, комфорт, все отключайте, оставляйте только доставку и работайте в свое удовольствие. Вот так вот. У меня 6 баллов приоритета. Блин, ребята, сегодня, вот сейчас не так уж прям как я планировал. Все так шатко-валко, потому что по доставочке, по минималочке были заказы, по гарантии не превышал и коэффициентов не было. До этого, когда я работала, там, блин, 3000, 4000, вот такие вот были заказы. Прям кэфы стреляли по 2000, по 1400, по 1500, по 1700 кэфы просто бешено стреляли. Вот так вот я работал и примерно за 10-часовую смену 35 тысяч откатывал. Сегодня, блин, когда решил снять ролик, не получилось, но все равно, смотрите, вот такая вот тактика. В этой тактике меньше будете наматывать километраж, меньше будет у вас мотовремя, амортизация машины. Ну, вечером, ребята, после того, как я откатаю, все коротный лайк и тем, сделаю итоги, выводы, расскажу вам. Ну, в принципе, вот так. Ставьте лайк, не переключайтесь, смотрите его до конца, этот ролик. Ребята, я проспал. Без 15:10 проснулся, время ровно 10:00, выходим на линию, будем катать 2 часа. В общем, 10-часовая смена, ребятушки, из Вянки. Блин, еще с дома так выбежал, на всех наорал, блин, сейчас ощущение такое плохое. На всех накричал, без настроения, даже не умылся, выбежал. Капец, короче. Ладно, после 12 домой зайдем, извинимся. Реально, блин. Всех вокруг дома виноватыми сделал, почему не разбудили. А хотя никого не предупреждал, что с 8 нужно выходить работать. По идее, сам виноват. Вот такие вот делишки, ребята. Ну что, выходим на линию. Вот, как мы видим, ребята, время уже 22:01. Радар КЭФ 250 эконом, доставка 450 горит. Вот, 22:02. Выхожу на линию, вроде КЭФы горят по эконому. Ну, заказик падает, ребятушки, вам не видно, да? Каратышок, Мангелькель 53, до Новосити поедем. Вот. Принимаю. Сейчас ярко здесь убавлю, чтобы все видно было, наверное, да, вот так вот. Все, яркость убавил. Ехать 786 метров, 3 минуты, а сама поездка будет 2,6 километра, 8 минут. Вот такие вот заказы на геозоне давали с утречка, да? Вот от греха подальше уйти с линии. Все, поехали, ребята, работаем. Все так же, километраж 124, было 122, кажется, да? Ну ничего, ехала, работаем, ребят. Вот эту вот девушку привез, ребятушки. Вот.
7 минут в пути, как вы видите, 7 минут. Завершаю заказик. И сумма Спасибо за поездку. Заказ будет 810 оплачен. тенге всего лишь. Пожалуйста, убедитесь, Вот так что вот. вы Нужны встали в дальнобои, автомобиль дальнобои. Сейчас дальние заказы нужно выполнять. Баланс обнулил, наличка закрылась, чисто по безналу. Будем ждать заказ. Эконом 200 горит, доставка 560 горит на райончике. Вот, ребятушки, 6 минут в пути, еще один каратышок с кэфом плюс 250. Посмотрим, какая сумма. Ну, сумма, ребята, прикиньте, выше, чем был первый заказик. Такое же расстояние. 970 тенге. Шикарно. Шик и блеск. Работаем дальше. Сходим с линии, уходим с линии, как только принимаете заказ, и потом только выходите на линию. У меня даже безнал стоит, ребята, безнал. И все равно падают заказы. Вот он, с кэфом плюс 450, дальняя подача. Кто любит 12. Принимаю. Ехала. Вот эту вот девушку, ребята, в красном платьюшке привез. 17 минут в пути. Завершает данный заказик. И сумма 1630 тенге, ребята. Шик и блеск. Выходим на линию, ребята. Ждем следующий нормальный заказик. Пока поехали. Дебри закинул меня в дебри. С кэфом плюс 250, Туран 58, на ATK B11 поедем. Все, принимаем, ехала. 16 минут в пути. Завершаю данный заказик. И сумма 1280. Шикарно, шик и блеск. Время 23-21, еще 40 минут смены у нас есть. Ребят, заехал в зону коэффициентов, думаю, с коэффициентом заказик поймать. А то, где я завершил заказ, там кэфе не горели. Вот так вот еду по Мухаммедханова. Сейчас, надеюсь, с Ханшатра стрельнет какой-нибудь заказ. С кэфом таким жирным, охоту получить. Вот 700 коэффициент, ребята. 700 коэффициент на Чингис Айтматова. В обратку поедем там, где не горят кэфы. 12 минут в пути. Вот это вот парня привез. Завершаю заказик. И сумма 1570. Шикарненько, ребятушки. Чуть-чуть осталось. Последний крайний заказ. И 6 минут в пути. С кэфом плюс 700 принял заказ. В сторону кэфа продвинулся. 1190 тенге, ребята, за этот заказик. Ехала, ребята, 171 километр намотал. Загорелся датчик топлива. Бензин загорелся, бензин. Еду на заправку заправляться. Сейчас подведем итоги, покажу свой заработок. В общем, завершили сменку, ребята. 171 километров, 10 часов. Яндекс эконом плюс доставочка. По доставочке 4 заказа выполнили. Ну, в общем, посмотрим, сколько я заработал, сколько мой средний заработок в час получится. Вот такая вот тактика, вот такая новая стратегия. Но, ребята, не прям крутая. Можно было больше заработать, но я расскажу в причину, наверное. Вот я понял, почему так. Сейчас буквально 3-4 дня назад по такой тактике 35 и выше зарабатывал, а сейчас получилось меньше. Я понял, почему, расскажу сейчас. Не переключайтесь, досматривайте ролик до конца. Ну что, ребята, заправился я сейчас на заправке, стою. Казахойл также залился, как и с утра, на 5200, 20 литров 95-го бензина. Сейчас в последнее время заливаю 95-й бензин. Вот, потому что уже нету доверия 92-му бензину. Я сколько топлива, топливный фильтр, бензонасос менял, короче, форсунки. Вот, нет доверия 92-му бензину, вот поэтому 95-й заливаю. Вот так. Ну, конечно, это влияет на расходы, но тем не менее, зато и машинка долго прослужит. Вот так вот. Короче, ребята, 171 километр намотал, отработал 10 часов, заработал, ребятушки, 27 400. Это получается в среднем 2700 в час, 2740 тенге в час. Усреднение среднего заработка со стороны алгоритмов Яндекса мы побороли. Вот тут я ставлю скриншоты. Один заказ засчитался на следующий день. Сейчас новый интерфейс, наверное. Раньше как? До 12 подъезжаешь и до 12 нажимаешь «Поехали» и завершаешь. После 12 этот заказ засчитывался на предыдущий день, который вот...
А здесь вот смотрите, даже вот я скрин сделал, я получается машинку подал 23:58, в 23:58 уже с несколькими секундами, там быстро вышли люди, мы уже выехали. Ну, завершил я, 6 минут поездка была, как последний заказ, вы помните. Ну, практически 7 минут. В 12 часов 5 минут я их завершил. То есть уже следующий день начался. Но этот заказ почему-то вот 941 тенге на следующий день засчитались. Хотя она должна быть в этой смене. Вот так вот, ребята, побороли. Жалко, что 12 часов не откатали. Я думаю, мы бы заработали бы 35 тысяч тенге. Но в итоге 5200 отнимаем. 22 200 с учетом расходов на топливо и учетом комиссии сервиса и парка заработали 22 тысячи. 2000 отсекаем сразу на депозит, на амортизацию авто, 20 тысяч на карман. За 10 часов получается 2000 тенге в час. Я думаю, это хороший заработок. Не всегда так получается. Может кто-то сказать: да, мы больше зарабатываем. Да вы больше не заработаете. Вы, возможно, считаете там 6-часовую смену, 5-часовую смену, где, возможно, средний заработок будет превышен в час. Вот так вот. Кстати, еще я хотел сказать, что усреднение среднего заработка работает и в обратную сторону. Если у вас 1500 в час получилось, Яндекс добивает вот в среднем 2-2,5 в час. Вот так вот на тарифе эконом, комфорт это забито, ребята. Я не знаю, как на остальных тарифах, потому что на них я так часто не работал, как вот на экономе. Вот так вот. Что еще хотел? По тактике, по данной работе с 12 до 3 горит геозона на доставочке. 2,5, с 3 часов до 8 2200. Ну там 1600, 1800 есть другие время. Но это самый оптимальный хороший период, где можно поработать. Сейчас жара стоит, капец, невыносимо. Но можно так вот. И почему мне до этого мне падали заказы, я вам до этого, наверное, в этом видео вставлял, вы видели по 4000 тенге, по 3000 тенге заказы по доставочке. Таких заказов нету. Наверное, возможно, Яндекс дал добро вот отключать тариф курьер не на логистике, а на пассажирке отключать. Раньше тоже на пассажирке тоже нельзя было отключить там эконом плюс курьер и чисто доставка стать, не получалось. Сейчас Яндекс официально дал добро. Вот, многие ребят, наверное, поняли, включились на доставочку. Появилась какая-то конкуренция, наверное, уравнялся спрос с предложением. Вот, и кэфы небольшие, ну и заказы долго ждешь. Вот, у меня плюс еще активность уронили, рейтинг уронили, 4,91 стало. Вот. Ну и, ребята, 3-я декада месяца идет. Вот, когда график падает, когда спроса становится меньше, предложения больше, то есть на линии машин больше. Это у людей зарплата заканчивается, да, вот, зарплата в начале месяца поступает. Ну и люди меньше начинают заказывать еду, там вообще тратиться и передвигаться на такси. Вот, меньше становится, то есть спрос падает, предложение растет. Ну и соответственно, если у нас и подработчики, которые работают в Яндекс.Такси и имеют основную работу, у них тоже в начале месяца поступила зарплата, они не работали, под конец месяца у них зарплата заканчивается, соответственно, они выходят на линию. Вот, выходят на линию, и машина на линии увеличится, то есть предложение увеличится, спрос еще понижается в последней декаде, 3-й декаде месяца, вот, и вот спрос ниже, предложение выше, то есть машин на линии больше, чем заказов, и коэффициенты не горят. Плюс еще Яндекс выдал всем цели, в основном, ну, он поочередно будет водителям выдавать. На той неделе мне выдали 115 поездок, я выполнил, на этой неделе мне не дали. Надеюсь, на 3-й неделе дадут, но я все равно буду выполнять, как сказать, все заказы буду брать с коэффициентами, когда выдают цель, чтобы делите, ребята, делите количество, сумму на количество поездок, которые дали в цели, и увидите там 200-300 тенге надбавка к одному заказу. Если будете возить по 400 тенге заказы, это 300 тенге добавляется, 700 тенге. Это невыгодно. Когда выдаются цели, ребята, каждый заказ минимум должен быть 800 тенге. И то по 800 тенге это 30% от всех этих поездок должно быть. То есть 30% количества заказов по 800 тенге. Остальные должны быть 70% заказов в целях должны превышать 800 тенге, чтобы вы заработали. Вы просто угрохаете машину, честно.
Вот так вот. Вот то, что я хотел сказать. Вот такая вот новая стратегия, вот такая вот. Работайте, пробуйте, экспериментируйте, может заработаете больше. Обычно, чтобы такую сумму заработать, километраж наматывается 250 километров. Я намотал 170 километров. Амортизация машины, да, я, может, сейчас она не видна. То есть, если в короткий промежуток работать, амортизация машины как-то, можно сказать, ну, не видно разницу и толка нету. Но если сравнить вот годовую вашу, вот, да ладно, полугодовую работу водителя Яндекс Такси и полугодовую работу автокурьера, вот, в 2 раза километраж. За полгода, к примеру, вы наездите, наверное, 40 тысяч километров, да, к примеру, в такси, а на автокурьерке 20 тысяч километров вы проездите. Заработок у вас будет такой же, одинаковый, но расходы на топливо разные. Расходы на обслуживание авто, ТО авто будет меньше. 2, то есть автокурьер заработает больше на дистанции. На дистанции автокурьер зарабатывает больше. Но если вы так, то работаете, то не работаете, то там подработка, то да, там уже сравнивать не нужно именно вот эти вот моменты. Это кто работает на основной работе. Вот так вот, ребята, всем спасибо. Был прекрасный, замечательный ролик. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами ваш Демижан. Увидимся в следующих моих роликах. Вот тут прекрасные ролики. Переходите, смотрите. Всем пока-пока.